Дагестан, как вы знаете, расположен на стратегически очень важном таком месте. Север с югом, восток с западом как бы скрещивались, соединялись на территории Дагестана. И поэтому не только происходило скрещение культур, но и скрещение сабель. И, пожалуй, в истории Дагестана не было такой настолько трагической страницы, как страницы, связанные с борьбой народов Дагестана против Темурлана. Действительно, и Карл Маркс говорил, если кому-либо не нравится это имя, и академик Бартольд говорил, что вся политика Темурлана заключалась в поголовном истреблении и стариков, и детей, не говоря о воинах, в грабежах и так далее. Конечно, и в горах были большие кровопролитные сражения с ордами Темурлана, но для того, чтобы попасть в горы, естественно, надо пройти сперва через равнины, предгорья. И поэтому первые столкновения и кровопролитные бои с ордами Темурлана прежде всего были в Южном Дагестане и, естественно, в равнинном и предгорном Дагестане. Если несколько переиначить высказывание «пришел, увидел, победил», он пришел, увидел и кровавое наследил в Дагестане, особенно в данном случае, в связи с темой, говорю, на Кумыкской равнине. Во время фольклорных экспедиций мне приходилось часто у стариков спрашивать, знаете ли вы об Ахсак-Темире, то есть хромом Тимуре? Они говорили, как же не знать эти окружающие нас поля, холмы, рвы, валы, многие из них связаны с именем этого завоевателя. В частности, мне говорили, что начиная с Дербента, Башлыкента, Утамыша, вплоть до Чечни, а некоторые историки пишут вплоть до нынешней Кабардино-Балкарии, даже до Черного моря, доходила гряда такая холмов. И связаны они были с Темурланом. То есть он, проезжая, как бы оставляя память о себе, а в некоторых преданиях говорится о том, чтобы исчислить количество своих воинов, каждый должен был или камень собрать, бросить, или же немного земли, и из них, мол, образовались эти холмы. Но фольклор – это не историческое такое, скажем, сфера отражения. То есть, может быть, конкретно такое и было, и не было, но в памяти народа запечатлелась жестокость Темурлана именно в таких преданиях. Теперь, вот говоря конкретно о преданиях, связанных с Темурланом, их очень много, и они до сих пор не собраны в полной мере. И уже с уходом стариков многие из них и собрать, наверное, трудно будет. Но то, что я собрал, уже о чем-то о многом говорит. И до меня историки писали об этом, и Сакинат Шхамедовна Гаджиева, и дореволюционные историки писали об этом, приводили легенды, предания. В частности, мне в Башлыкенте удалось удивительное
такую вещь записать. Пришел Темирлан со своим огромным войском и сказал: подчинитесь, башлыкенцы, утамышцы, алхаджикенцы, подчинитесь. Они говорят: нет, мы не привыкли подчиняться и будем воевать до конца. Темирлан захотел их напугать, а он был и не просто крупным полководцем, это надо признать, при всем нашем желании, нежелании, он полмира не смог бы завоевать, если бы он не был крупным полководцем и настолько же крупным, жестоким человеком, правда. И вот под вечер начали лягушки кричать, гвалт лягушек. И Ахсак Темир говорит: а ну-ка прикажите этим лягушкам, пусть утихомирятся, пусть они там не кричат, не мешают мне, повелителю мира, спокойно отдохнуть, спать. А тамошние кумыки слушают, думают, как можно это лягушкам-то приказать? Ладно, говорят подчиненные Темирлана, военачальники, и тут же побежали к речкам, к болотам. И что они сделали? Они зарезали баранов, вытащили кишки и побросали по этим болотам, по речкам. Лягушки приняли это за змей их и, испугавшись, перестали кричать и попрятались. Но наши смотрят: слушайте, если его и даже лягушки боятся, слушаются, понимают, то, наверное, говорит, это действительно очень великий человек. И после того, мол, подданство приняли. Это, конечно, предание. В реальности, конечно, такого, скорее всего, и не было. То есть на всякие ухищрения, хитрости военные шел, чтобы завоевать наши края. Теперь насчет каменного мальчика. Каменный мальчик, он бытует и у кумыков, и у лезгин. Это естественно, когда соседствующие народы друг у друга и заимствовали, и в одних и тех же событиях принимали участие. Но и в хрестоматию вошло это предание, и как кумыкское, и такой авторитетный писатель, как Роман Фатуев, в книге «Дыхание гор» публикует это предание. А как было, согласно преданию? Значит, со стороны Дербента, уже на Кумыкской равнине, как вы знаете, не очень богатой водами, войска Темирлана идут на север, не могут найти воды, от жажды и скот гибнет, я имею в виду коней. Но и сами воины Темирлана от жажды уже не знают, что делать. Дело в том, что все родники были кумыками или завалены камнями. Не найдя воды в микрорегионе поюжнее, Темирлан двинулся с войском на север. И, доходя до нынешнего селения Темиргою, или, как пишут, Темиргое, он остановился и опять стал искать воду, не нашел. Тогда они начали рыть колодец, очень долго рыли и не могли никак добыть воды. Наконец-то там
каплями, постепенно все-таки достаточно воды для коней, для воинов, добыли воду. Но чтобы не досталась эта вода другим, уходя, они завалили этот колодец землей, камнями. В общем, закрыли этот колодец. Но в памяти народной осталась эта местность как Темиргою или Темиргое, то есть колодец Тамерлана. Потом насчет рождения Тамерлана. Это очень образное такое произведение, записанное опять-таки Романом Фатуевым. Он родился с кровью в руке. И никак не могли разжать руку. И тогда его назвали Темиром. Это предание такое, наверное, не так было. Но сказали, этот человек как железо, Темир это железо, будет крепкий, прочный, но кровавый, раз с кровью в руке родился. И после этого он взрослел и стал постепенно претендентом на властелина всего мира. Далее, вот в Дагестане, если брать села, которые завоевал, разрушил, и сам, теряя огромное количество войск, просто достаточно назвать горные, предгорные, нынешние, во многом и ныне сохранившиеся селения. То есть, вот, скажем, Эндерей. Возле Эндерея он останавливался со своим войском, и есть местность, называемая Темир-Олтурган-Ер. Или же есть холм, опять-таки, Темир-Ханны Тебесі. Я да Темир-Шахны Йолу. Это и на равнине, и в Салатае нынешнем, и в Думбетовском есть и ров Темирлана, вал Темирлана. Все, в общем, связывается с Темирланом, и это не случайно. То есть в памяти народной он оставил очень глубокий и очень трагический след. Но народ всегда оставался оптимистом, верил в то, что в конечном итоге победит. И даже сочинял довольно оптимистические, но глубокомысленные вещи. В частности, профессор Абдулкадыр Абдуллатипов записал у своего отца Юсупа такое предание-притчу. Тамерлан завоевал Турцию, взял в плен турецкого султана Баязета, но не стал его убивать. И они часто вместе сидели, ели, пили. И однажды Тамерлан спросил: почему же этот мир такой несовершенный до сих пор? И Баязет вроде бы так ему сказал: пока этим миром... Да, Баязет, кстати, был слепой на один глаз, то есть кривой, как в народе говорят, слепой на один глаз. И вот Баязет говорит: пока миром будут управлять кривые, как я, и хромые, как ты, мир этот никогда не станет благополучным. Вроде бы и юмор там, и в то же время это притча. Смысл такой: пока в управлении не очень
полноценные, в частности, здесь переносно надо понимать, умственном, в этическом, в человеческом плане люди управляют миром, мир не оправится. Мир останется, вот, кстати, до сих пор не совсем благополучен наш в глобальном масштабе мир. Насчет планов наших, ну, собирать теперь же все труднее и труднее, ибо старики, многие ушли, многие уходят. Но то, что собрано до сегодняшнего дня, и, возможно, и сейчас, собирая, я намереваюсь все-таки издать сборник «Кумыкские предания» не только о борьбе с Темурланом, но и вообще о защите Дагестана, Кумыкской равнины от иноземцев. Кстати говоря, мы издаем в научном центре, в нашем институте, 20-томник по всем народам Дагестана на родных языках и построчных адекватных переводах на русский язык с предисловиями, с комментариями в 20 томах. Один из этих томов будет посвящен как раз преданиям. Преданиям не только о борьбе с иноземцами, но и случались все-таки междуусобные войны. Ну, то есть полноценно хотим отразить многообразие наших преданий. Даст Аллах, иншаллах, это через пару лет, наверное, издадим, а уже в этой серии, в своде, уже 3 тома изданы. Они издаются в Москве, в издательстве «Наука». То есть материалы эти, не только предания, по всем жанрам, по сути дела, становятся, могут стать достоянием и всероссийского читателя, поскольку они издаются и в переводах на русский язык.